Итак, сегодня в Чечне над селом Гойское был сбит российский штурмовик Су-25. В штабе федеральных сил Интерфаксу сообщили, что пилоту удалось катапультироваться, он жив. Этот эпизод лишь часть батальной картины, в которой селу Гойскому сегодня было отведено заметное место. С места событий наши специальные корреспонденты. Сегодня продолжались специальные операции российской армии в Чечне. После вылазки дудаевских боевиков в селе Гойское начался бой. После артиллерийской подготовки в атаку пошли пехота и танки. Село Гойское уже блокировано около 3 недель. Видимо, терпение федерального командования истощилось, и оно решило очистить село от крупной группировки дудаевских отрядов полевого командира Гилаева. Село считается одной из основных баз дудаевских отрядов. Сопротивление боевиков ожесточенное. Умело выстроенная оборона, залпы из гранатометов и птурсов останавливают атакующие войска на подходе к селу. Вы думаете, что сегодня все-таки возьмутся? Конечно. По-другому не может быть. Аркадий Мамонтов, Анатолий Васькин, телекомпания НТВ «Чечня». Тем временем под угрозой бомбежек и артобстрелов чеченские села продолжают подписывать мирные договоры, а войска блокируют те населенные пункты, которые надеются избавиться от боевиков и тем самым обеспечить себе мир. Пример села Шалажи, которое на следующий день после подписания мирного соглашения было подвергнуто бомбардировке, говорит сам за себя. Сегодня стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело, а глава Чечни Даку Завгаев заявил сегодня в Грозном, что подобные бомбардировки сел в Чечне наносят непоправимый вред планам мирного урегулирования. Чеченскую хронику продолжит репортаж еще одной съемочной группы НТВ. Утром в Грозном прошло расширенное заседание чеченского правительства под председательством Доку Завгаева. В его работе принимали участие представители различных политических и общественных движений, поддерживающих нынешнего главу Чеченской Республики. Обсуждался в частности вопрос бюджета. Министр финансов республики Истамолов открыто признал, что значительная часть государственных денег используется не по назначению, а, например, для покупки личных автомобилей для начальников всех рангов. В то же самое время в 20 километрах от Грозного в поселке Шали сторонники Дудаева возобновили так называемую мирную акцию протеста. Этот уникальный митинг ежедневно проводится с июня 1995 года. 26 марта он был прекращен из-за угроз федеральных войск применить силу. Опубликование известного указа президента России о положении в Чечне дало повод организаторам митинга возобновить его вновь под тем предлогом, что они так же, как и президент России, выступают за мир в Чечне. Представитель Дудаева в Шали Саид Хасан Абумалимов заявил, что Дудаев не пойдет на переговоры с Москвой до полного вывода российских войск из Чечни. Сегодня сторонники Дудаева в Чечне обращаются за помощью к Григорию Явлинскому, полагая, что именно он способен найти выход из чеченского кризиса. В 300 метрах от митинговой площади между тем работает Шалинская клиническая больница. Это более 500 врачей и медсестер. Все они получают зарплату от правительства Доку Завгаева, и поэтому ни о каком Дудаеве слышать не хотят. Но в этой больнице лечат как раненых мирных жителей из подведено, так и боевиков. Последний раненый при бомбардировке поступил сюда 30 марта. Это 16-летняя Чеби Абдулаева из поселка Дарго. Ей ампутировали ногу, но сегодня рано утром родственники забрали ее из больницы. Примерно около 100 больных были срочно эвакуированы из Шали, поскольку здесь все убеждены, что непослушный город вот-вот начнут бомбить. В полдень в окрестностях Шали была развернута колонна российской бронетехники. Мы не можем утверждать, что Шали брали в кольцо, но мы можем подтвердить, что в этот район переброшены ракеты для систем залпового огня «Град». Между тем взрывы гремят в самом Грозном. Практически каждый день совершаются попытки подрыва российских бронетранспортеров прямо на центральных улицах. Напуганные женщины в этом случае мгновенно ищут убежище. Напуганные солдаты тотчас открывают огонь наугад. Сегодня никто из них не пострадал, но и те, и другие убедились, что война здесь не закончена. Владимир Лусканов, Виктор Щербаков, телекомпания НТВ из Шали и Грозного.
Слухи о том, что эмиссары Дудаева готовы начать переговоры с посредником Москвы, сегодня подтвердились. Сегодня в Казани премьер-министр России Черномырдин заявил, что этой ночью президент Татарстана Минтимер Шаймиев и эмиссар Дудаева проведут первый раунд переговоров. Подробности вы сможете узнать минут через 15. Наша съемочная группа только что вернулась в Останкино из Казани. Но, как сказал сегодня член президентского совета Эмиль Паин, переговоры – это важная, но и не единственная часть плана Ельцина по Чечне. Другой, не менее важной частью остаются военные операции, как их ни назови, специальные или войсковые. И каждый день войны множит не только число жертв, но и число больных, душевно покалеченных людей, и военных, и штатских. И об этом наш специальный репортаж сегодня. Человека война может убить, ранить, сделать на всю жизнь калекой, а может свести с ума. У военных психиатров для солдат, вернувшихся из Чечни с поврежденной нервной системой, уже выработался специальный термин – чеченский синдром. Но война калечит не только солдатские души. Сколько людей в Чечне нуждается в помощи психиатров, в правительстве республики нам ответить не смогли. Нет данных. Точно известно одно – на всю Чечню осталось 2 действующие психиатрические больницы – Гудермесская и Самашкинская. Главный врач Самашкинской Рашид Дадаев убежден – помощь нужна практически всем. Кто здоровый, тот заболевает, а кто больной, тот получает обострение. Но как лечить от войны, если от звука вертолета человек прячется под кровать, а от выстрела орудия закатывается в истерике? Вертолеты продолжают летать, а пушки стрелять. И не все ли равно, как это называть – войсковыми или специальными операциями? Конечно, эта обстановка все наше лечение перечеркивает. Очень много случаев, человек, поправившись, уходит домой, назначаем ему такой вот режим дома. Но соблюдать этот режим сейчас просто невозможно. И больные поступают вновь уже с обострением. Больница, расположенная в 7 километрах от Самашек в селении Закан-Юрт, за последние 2 года не закрывалась ни на один день. Сейчас в ней постоянно лечатся и живут 55 пациентов. Ингуши, чеченцы, русские. Но от новых больных врачам приходится отказываться. Вот этот грохот, брать больных мы просто, да и сами родственники сейчас не очень, да и сами мы боимся. Грохот в палатах – выражение в данном случае вовсе не образное. По соседству с психиатрической, буквально в 200 метрах, развернута батарея тяжелых самоходных артиллерийских установок. Через головы больных 152 миллиметровые снаряды летели в сторону Серноводска, Самашек, Орехова и Бамута. Но есть еще одна, пожалуй, более важная причина, почему главврач не хочет брать новых больных. Он боится, что не сможет их прокормить. При малейшем обострении обстановки дороги перекрываются, и психбольница оказывается отрезанной от внешнего мира. Впрочем, здешних постояльцев обстоятельства уже давно приучили к максимальной самостоятельности. Ходячие больные вместе с медперсоналом ездят за водой и запасают дрова, чтобы готовить пищу и обогревать палатку. Когда в лесу стреляют, деревья приходится рубить в больничном саду. К счастью, топить дровами приходится не всегда. Когда у нас бывает свет, мы вот такие вот вещи делаем. То есть, чтобы больных нельзя было достать. Гуманитарная помощь доходит до больницы весьма нерегулярно. Больные сказали нам, что кругом стреляют, и, наверное, возить ее сюда просто боятся. Родственники к больным тоже не приходят. У кого-то их не осталось, а многие уже и не помнят, были ли они вообще. Обычно больных стараются эвакуировать из зоны боевых действий, но пациентов Самашкинской республиканской психиатрической больницы переводить некуда. Кругом война. Алексей Поборцев, Владимир Червяков, НТВ из Чечни.